Каспийске состоялась встреча молодежи города с известными алимами Дагестана. Такие встречи являются отличной возможностью прослушать проповеди исламских ученых и задать им интересующие вопросы. Значимость подобных мероприятий огромна, ибо на них предоставляется возможность любому верующему окунуться в море исламских знаний и при этом почувствовать дух братства между мусульманами. В маджлисе приняли участие заместитель муфтия по работе с молодежью Шахбан Хаджи Рамазанов, имам мечети города Махачкалы, а также редактор газеты «Ассалам». По традиции встреча началась с чтения аятов священного Корана и исполнения мавлида. Вел мероприятие заместитель муфтия по работе с молодежью Шахбан Хаджи Рамазанов. В своем выступлении он рассказал о проблемах и соблазнах современного мира, с которым сталкиваются молодые люди. И сегодня не секрет, что молодежь это период жизни, когда человек подвергается разного рода испытаниям. Особенно это связано с материальным. Мы видим, что ради получения земных переходящих благ какие только преступления не совершаются. И что обидно, уважаемые братья, где бы не передавали информации о преступлении, там говорится, все это связывает с молодежью, которую надо поддержать, которую надо исправить, которую надо объединять, следуя инструкции, которые Аллах Та'аля нам дал. Бисмиллахи рахмани рахим, сурат аль-Худжура, 10 аяте. Мы всегда приводим этот аят из священного Корана. Бисмиллахи рахмани рахим, ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку. Аллах Та'аля, смысл этого аята, в этом аяте Аллах Та'аля нас призывает, уважаемые братья и сестры, объединяться. И исход такой, что понимается из этого аята, все, что нас разъединяет, от этого мы должны избегать. Далее слово предоставили заместителю имама Центральной джума мечети города Махачкалы Мухаммад Хаджи Курбандибирову. Темой его проповеди являлась женитьба. В наше время очень часты случаи, когда из-за неимения материальных благ или других причин молодой человек не женится вовремя. Пророк алейхиссалям говорит, когда к вам придут с предложением или свататься к вашей дочери, то есть к родителям, пророк алейхиссалям говорит, который, то есть кандидатура этого молодого парня, который просит руки вашей дочери, вы довольны его религией, вы довольны его доверчивостью, он доверенный человек, аманат у него есть, вы фазавиджух, вы выдавайте за него. Не отвергайте его, не дав ему слово, что вот имеется в виду помолвка. Если не сделаете, что будет? Такун фитнатун фил арды ва фасадун кабир. Будет фитна, смута на земле и очень большой фасадун кабир, говорит, будет. Это что означает? Сегодня приходят сваты, не отвечают как бы взаимностью в сватовстве, и идет похищение, и идет как бы два тухума между собой. Не то, что драка, уже МЧС, милицию надо вызывать, друг другу заявление в милицию выдают. Вот это имеется в виду пророк, алейхиссалям, если не будете выдавать. Социальные сети – это оружие массового отвлечения от поклонения Всевышнему. С таких слов начал свое выступление Сиражуддин Хаджи Ахмедов, имам мечети имени Мухаммад Ариф Афанди. Он рассказал присутствующим о вреде подобных сайтов, в которых общаются люди. Первый вред от этих социальных сетей и других таких сетей, не социальных, даже как там, например, WhatsApp и так далее, это запретное общение. Запретное общение, это имеется в виду общение девушек с противоположным полом или общение мальчиков с противоположным полом. Это запретное общение. Почему? Потому что даже если человек говорит, что мы просто так общаемся, там, друг другу салам можем дать, там, друг друга поприветствовать, нет, это на этом не останавливается. На этом не останавливается это, потому что это потихоньку уходит из рук. Уходит. Поэтому полностью закрыть двери нужно на это общение. Полностью закрыть. Нужно, наверное, увидят и сестры тоже, которые будут смотреть,
вот они особенно должны быть осторожными в этом. Не нужно там заводить знакомство с кем-то и так далее. И также мужчины и парни тоже, они не должны, сказав, что мы ищем себе нормальную и достойную девушку, не нужно общаться. Почему? Потому что не через эти двери нам Всевышний Аллах повелел жениться. Это не те двери, куда надо входить. Если парню понравилась девушка, он должен обратиться к ее родителям. Он должен поспрашивать о ней у родных, у соседей и так далее. Но в социальных сетях и та, и другая сторона будет показывать себя с самой лучшей стороны. Это фальшь. В конце маджлиса все присутствующие прочитали дуа за мир в Дагестане и чтобы все мусульмане сплотились как единое целое.